Первый рейс легкого многоцелевого самолета Ан-2 в высокогорное село Псху – значимое событие. Псху – одно из самых труднодоступных сел Абхазии. Летом туда можно добраться на внедорожнике, но дорога закрывается с первыми снегопадами. Возобновление рейсов Ан-2 обеспечит бесперебойное авиасообщение и существенно сократит время в пути. На борту первого рейса 11 человек. Время в пути на Ан-2 до Псху составляет 25 минут. Полетов сюда не было 6 месяцев. Президент Абхазии Бадр Гунба на встрече с жителями Псху 13 июля поручил восстановить регулярное авиасообщение с селом и пообещал, что вопрос будет решен до сентября текущего года. Для бесперебойной работы маршрута Бадр Гунба распорядился отремонтировать 2 самолета Ан-2, отметив при этом, что государство изыщет для этого средства. Теперь жители смогут спокойно доставлять продукты и в первую очередь эвакуировать больных. Регулярность полетов Ан-2 в Псху будет зависеть от количества заявок и потребностей населения. Первый рейс местные восприняли радостно. Тем более, что для детей привезли несколько ящиков мороженого от первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Для нас сегодня очень радостная новость для всех сельчан, что наконец-то к нам прилетел Ан-2, возобновлено сообщение. Это немаловажно, потому что скоро у нас закроется перевал. Многие знают, что он рано закрывается, может и в октябре уже закрыться. И у нас доступ единственный остается только через авиасообщение к нам в село. И очень рады, что сделали. Приезжал президент, давал обещание, что все будет исправлено, что все сделают и что все возобновится. И с Божьей помощью все, так как он сказал, так и произошло. Спасибо большое и главе администрации Петру Дмитриевичу, и главе Сухумского района. За самолет большое спасибо. Очень важно было нам, чтобы были рейсы, чтобы мы могли летать в город, в случае чего, чтобы заказывали сюда домой. Радует и новая детская площадка. Ее возвели специалисты Управления капитального строительства по поручению президента Бадры Гунба. С такой просьбой жители обратились во время визита главы государства в село. Для строительства была выбрана и согласована наиболее удобная локация. Дошколят 15, а в начальной школе около 9 человек. Здесь они будут играть, развлекаться и проводить свободное время на свежем воздухе. Очень благодарны нашему президенту Бадре Гунба. По его поручению как раз-таки была построена эта площадка. Деткам вообще это негде, развлечений таковых нет. И эта детская площадка, это будет для них очень кстати. Площадка только что недавно ее сделали, поэтому сейчас еще пока цемент еще должен схватиться, и поэтому детей пока еще ждем, когда можно будет с нетерпением ждем. Дети придут, конечно. Вот в выходные как раз-таки хотели прийти. Хочу передать лично от себя благодарность Бадре Зурабовичу за то, что на нас наконец-то обратили внимание, начинаются выделять средства на облагорожение нашего села. Спасибо большое за детскую площадку в том числе. Я сама, как мама 2 детей, очень рада этому. Буду приходить туда, водить своих детей на площадку. Также глава государства выделил сельчанам средства на новые крыши. Нам президент обещал, и президент сделал. Спасибо большое за выделенные крыши. Люди сейчас делают их, ремонтируют. Сколько семей? Я знаю, что многим семьям, там в районе 13-14 семей были обеспечены крышами, как и положено им было. По площади, которая была необходима, всем приходили, замеряли, сколько необходимо крыш, и выдали крыши. Люди счастливы, потому что у очень многих были просто накрыты баннерами дома, у кого дранка по старым технологиям была сделана. Работы по укреплению здания Псху ГЭС подошли к завершению. Кроме того, продолжается ремонт турбины. Для этих целей уже закуплено дополнительное оборудование. Параллельно ведутся реконструкция линии электропередачи 10 киловольт и ремонт подстанции. Полный комплекс модернизации электросетей в высокогорном селе Псху планируется завершить до конца октября. Шазина Ханагу, Алхаз Псардия, Раму Камке, Абхазское телевидение.